Ну что, ребят, вот и все. Я приехал в этот ваш Гоа. Место называется Паулин Вилла Гестхаус, короче. Северный Гоа. Вот он номер. Номер, конечно, не без изысков. Вернее, без изысков, да? Тут нет кондера, зато есть вот такой вот вентилятор. Кровать на 2 человека. Очень скромный душ. Ох, бля, здесь мокро. Шлепки, бля. Туалет, душ. По сути, все, что надо. Сейчас он мне даст Wi-Fi. И поехали. Время 11 часов. Гоа на полчаса впереди Алматы. Поэтому я сильно хочу есть. Сейчас с ним договорился, что он разменяет мне 100 баксов по курсу 74 рупий за $1. Я волновался, что здесь уже поесть не успею, а он говорит: ой, не ссы, здесь за поворотом, мол, кафешка есть. Короче, пипец. С Алматы, где сейчас температура -5, я приезжаю сюда, и здесь такая духота, короче, влажность такая. В общем, переодеваюсь и иду есть. Ну что, ребят, Ахшабар Калтада, кеттик, да? Время 11 с чем-то. Пошел кушать. Сказали, здесь за поворотом где-то кафешка. Ужас, блин, я бы сейчас слона съел. Настолько сильно хочу есть. Заказал я, короче, креветок с рисом. Местный спрайт. Очень хорошее место. Мне посоветовали люди с Копчегая, которые живут в гостинице. Класс. Наконец-то я добрался до еды. Кафешка такая придорожная. Одни местные индусы здесь. Ну, хорошо, что охлаждается вот сверху. Иначе бы духота была бы реально. На улице классно. Не холодно, не жарко. Идеально просто. И вот принесли мои креветки. Джира райс. Все как положено. Погнали. Yeah. Вот так вот. Что ж, друзья, время час, даже 1:30. Вот оно, Аравийское море. Я приехал сюда на мопеде. Мопед взял в аренду, я позже его покажу. Вот здесь вот стоят очень много вывесок, где написано, что здесь нужно соблюдать тишину, и якобы это вообще место, где морские черепахи откладывают яйца. Но, видимо, сейчас не сезон. В обед сказали особо не загорать, потому что солнце оно сильно обжигает. Ну что ж, ребят, солнце садится, да уже село. Время почти 6 часов. Я съехал с основной дороги. Там были какие-то поля, мне кажется, рис там выращивают. Вот речка Анджуна впадает в Чопору. Я на том берегу. Вот. Вообще мопед неплохой. 125 кубов у него. Honda. Очень удобный. Вообще не напрягает. Никак не провоцирует. Да тут и такие улицы узкие, вы только что видели, что
особо не разгонишься, постоянно нужно машины, коровы, грузовики, такси, люди, собаки, все в кучу. В общем, здесь нужно быть начеку. Поэтому я здесь еду в основном 40. Вот она моя средняя, наверное, или максимальная даже скорость. Вот. Если бы я выезжал на хайвей, тогда да. Кстати, вот она, чайка летит. Опа. Там кто-то косит сорняки. Вот они, пальмы с кокосами. Офигенно. Очень высокая влажность, прям на мне вещи прям прилипают. Еще меня покусали какие-то твари вон. Короче, лучше не стоять, а ехать. Хоп. Ну что ж, друзья, день второй. Мы поднимаемся на водопад Дарсагара. Взял экскурсию. Целый день. За один день увидеть Гоа. Вот. Стоит 70 баксов. Посмотрим. Тут вам и водопады, тут вам и плантация специй и много всего остального. Маленькие воришки, видите, что творят? Видите? Но это не самое главное. Самое главное вот. Вот он водопад, ради которого все сюда ломятся. Очень много внутренних туристов. Как вы видите, яблоку негде упасть. Буквально. Сейчас я, наверное, тоже скупнусь. Вот он водопад, 400 метров высотой. Над ней проходит вон железная дорога. Строили ее еще португальцы. Как-то так, друзья. Путешествуйте в Гоа. Yeah. Вот так вот где-то. Сука, холодно, блядь. Надо вон туда плыть. Люди, кони, коровы. Взял кукурузу. Говорят, надо попробовать. Здесь же вам готовят сок из тростника. Идем погружаться. По всем законам жанра экскурсия, плантация специй в Гоа. Угу. Видите? Хорошо. Классно. Нет, Сонечка, мы не пойдем на мост, любимый. Смотрите, там же тренер А смотрите, есть два вида кофе, робуста еще арабика. Это самая арабика.
Плодинам видно, да? Ну, первый зеленый, когда созревает, потом красный. Красный собирают, обжарят, мелют. Также собирают наркотический орех, потому что он очень гибкий. Он много денег зарабатывает, да? Кто следующий напал? Цирк в Алмате отдыхает. Ну что ж, друзья, третий день, пляж Морджим, время 9 утра, солнце пока что еще не так высоко и не обжигает, поэтому я решил прийти в самый близлежащий пляж, пляж Морджим. Покупаюсь, похожу по песку, пройдусь вдоль пляжа, посмотрю, что там есть. На сегодня какой план? Сегодня у нас воскресенье, оказывается, сегодня праздник, годовщина освобождения Гоа, поэтому сюда вроде бы приезжает даже премьер-министр, из-за чего центральную часть Гоа будут закрывать. Вот эти красные флажки вроде бы означают, что здесь не рекомендуется купаться, но это я видел в блоге одном. Кто-то здесь постигает дзен, медитирует, возможно, да? В общем, пляж довольно-таки чистый. По местным нормам это очень даже чистый. Все пляжи в Гоа, они муниципальные, что означает, что они бесплатные. Единственное, вот за вот эти все цацки, типа шезлонга и так далее, нужно платить. Че, погнали? Вода очень теплая. Опять мне местные сказали, что вода здесь редко опускается ниже 25 градусов. Поэтому это одно удовольствие. Посмотрите, какой пляж. Какой песок. А? Супер. Гоа, короче говоря. Класс. В общем, мне не терпится окунуться. А с вами поговорим позже. Прошелся я по пляжу, начал с Морджим, вон там он, там примерно я и остановился, прошелся вот по всему этому берегу, здесь очень много рыболовецких лодок, они, наверное, вот под утро в 5-6, наверное, выходили, там сейчас как раз таки сети вон расправляют, вот здесь вот увидим крест. Сюда, пока я сидел здесь, несколько раз уже пришли, помолились местные католики. И вон в ту сторону у нас Арамбой. Время уже 11, напекает. Я думаю, пора возвращаться, сесть на скутерок и подвигаться по достопримечательностям. А достопримечательности, в общем, я поспрашивал местных. Все самое основное, что люди говорят, это мы посмотрели вчера на этой экскурсии обзорной. Теперь сегодня просто, наверное, прыгну на мопед и покатаюсь, куда глаза глядят. Приключения же. Погнали. Чтобы хоть как-то организовать себе самостоятельно досуг, потому что уже жара в обед, да? Я открываю Google Maps, я их заранее скачал, чтобы посмотреть, какие интересные достопримечательности есть в этих краях, в Морджиме. И вот Google меня провел на Big Banyan. Короче, большое дерево Баньян Ашвем. Вот оно. Вот он мой мопед. Mahindra Bolero. Кстати, вчера мы на таком ездили, на водопады. Ну, в общем, по навигатору я приехал сюда, и вот оно, это дерево. Смотрите, какое оно. Да, это не одно дерево, это целая система, мне кажется, деревьев. Вот. Что-то странно, что здесь нет обезьян. Потому что здесь как будто бы их прям естественная среда обитания. Прикольно было бы тут полазить. Вот так вот, ребят. В общем, если приключений нет, то мы их найдем, да? Google Maps. Там только что выезжал, когда с пляжа
встретил двух индусов. Они на Royal Enfield Himalayan катаются. С Бомбея приехали, с Бомбея. Разговорились, я им рассказал про свой КТМ и все такое. Они такие, да, КТМ сила и все такое. Ну, в общем, ребята катаются. В идеале, конечно, было бы тоже взять здесь Royal Enfield Himalayan и отправиться на нем по всей Индии в турне, да? Можно было бы даже заехать в Северную Индию, туда вот, в Пакистан, на Ладах. Но сейчас-то уже декабрь, там сейчас уже зима вовсю. Поэтому вот так, господа. К тому же, может быть, вы знаете, что некоторые блогеры уже пробили этот маршрут. Они едут в Индию, берут здесь в аренду байки. Не обязательно Himalayan, там какой-нибудь Royal Enfield крузер. И на нем по всей Индии. В общем, такой вариант тоже есть. Сижу, я думаю, куда дальше поехать. И тут двое до меня докопались, короче. Один пришел, тут малюсенький, ну сколько ему? Лет 5, наверное, 6, запрыгнул на мопед, давай крутить этот, завести его хотел. Пипец, я ключ вытащил нафиг от греха подальше. Сейчас еще вот этот, гандошится. Ну, вот тут вообще. Чувак решил залезть, решил программу замутить. Потом один раз открыл мою сумку, давай туда шнырять. Дай мне ахша, в общем. Приколисты дети. What? Why do you want to camera? Ага. Хотите, покажу одну прикольную вещь на зажигании этого мотоцикла? Смотрите. Только что я там щеглами стоял. Один вот так вот сделал, хопа, и все, и закрыл шторку ключа зажигания. Ну, естественно, я принялся вот эту штуку давай вниз толкать, шторку, а она нифига не уходит вниз. И так, мимо проезжал чувак. Я говорю, слушай, покажи мне, как эта штука работает. Он с улыбкой достает мой ключ. Видите, здесь ромбик. Я думал, для чего он вообще нужен, оказывается. Я думал, нужно вот это отверстие вставлять сюда, а нет. Вот здесь видите ромбообразное отверстие. Вот так вставляете. Хопа, и все, видите? Вот оно для чего. Короче, Азия, да, Южная Азия. Здесь всякое может быть. Поэтому производитель придумал такую штуку. То есть помимо того, что здесь замок на руль есть, еще сделана шторка. Чтоб наверняка вот прям. Вы же меня знаете, я решил не останавливаться и поехать дальше, куда глаза глядят. В общем, смотрю дальше по Google картам. Здесь какие-то есть прудики. И дорога идет через бездорожье. И вот куда она меня привела. Короче, заехал вообще в какие-то ебеня. Не знаю, что здесь добывают. Здесь прям так четко срезано. Какой-то карьер как будто заброшенный. Вот такие дела. Только что я там поуфродил немножко. Но не делаю это в обычных сандалиях. Вот здесь куда-то дальше дорога идет. Вот, ну туда не поеду, я думаю, вся она ведет по-любому вот к этой яме, к этому котловану. Вот. Душно сейчас. Не очень жарко, просто душно. А, ну вот оно еще. Что-то непонятное такое, да? Как будто это специально забетонированный какой-то котлован для чего-то. Зачем? Зачем он здесь? Для этого нужно быть, наверное, индусом, чтобы понять.